Новый гонконгский грипп постепенно распространяется по нашей стране. В некоторых регионах России уже первые случаи. Как говорят специалисты, в Ингушетии обстановка стабильная. У нас фиксируют только штаммы гриппа. Гонконгского пока нет. Но это не значит, что вирус обойдет стороной. Главное быть предельно внимательным к симптомам. Особенно опасен гонконгский грипп для людей с хроническими сопутствующими заболеваниями. Слабый иммунитет позволяет вирусу адаптироваться в организме. Если обычные штаммы гриппа чаще всего осложняются в первые недели болезни, гонконгский сразу на вторые сутки. Заболевшие в качестве симптомов указывают сильную слабость. По симптоматике, если выделять, там более агрессивная симптоматика идет, нежели при обычном гриппе. Например, сразу, что дает о себе знать, это повышенная температура, которая очень тяжело сбивается даже приемом препаратов. 39-40 градусов поднимается температура и тяжело сходит. Помимо этого, ломота, она, конечно, при любом гриппе у нас есть, при других подтипах этого гриппа, но при этом гриппе ломота более сильно выражена. Среди симптомов еще озноб, тяжесть в конечности и апатия. Причем все идет по нарастающей. Чем больше дней болеешь, тем тяжелее проявляется вирус. Избежать последствий в виде осложнений удастся, если больной сразу подключит терапию в первые 48 часов. Именно это время врачи называют золотым лечением гриппа. А также важно проводить профилактику. Это обильное теплое питье, правильное питание в рационе, свежие фрукты и овощи, проветривать помещение и не забывать о витамине С. Медики говорят, своевременная вакцинация также надежный способ защиты от осложнения. Каждый год нужно прививаться. Я, например, сама каждый год прививаюсь. Сезонную прививку я делаю от этого гриппа. Конечно, не сказать, что вот 100% обеспечение безопасности эта прививка, но она хотя бы помогает избежать каких-то серьезных осложнений. И если прививаться в сезон, то вы можете перенести это, ну, как говорят, да, в народе, на ногах очень легко и быстро. И поэтому, конечно, основное это вакцина-профилактика. И вторая профилактика – обильное теплое питье, своевременное обращение к врачу, своевременный прием препаратов. Вот эти основные моменты. И, конечно, свой рацион соблюдать, чтобы были и жиры, и белки, и углеводы, все необходимое для организма, чтобы иммунитету было легче противостоять вирусу. Когда есть запас в организме, организм легче восстанавливается. Впервые со штаммом вируса H3H2, названным впоследствии гонконгским гриппом, человечество столкнулось в 1968 году. Тогда он быстро вызвал пандемию, унесшую большое количество жизней. В дальнейшем вспышки гриппа вследствие накопления коллективного иммунитета перестали носить характер пандемии. В региональном управлении Роспотребнадзора говорят, что в Ингушетии спокойная эпидобстановка. Случаев заражения новым гриппом не выявлено, но в регионе много заболевших сезоном. Так, острыми респираторными вирусными инфекциями за минувшую неделю заболели 332 человека. Из них 205 – это дети до 14 лет. Гонконгский грипп в России выявили уже у 10 тысяч человек. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что у нас ситуация находится по республике Ингушетия на неэпидемическом уровне. Это сейчас идет обычный сезонный подъем заболеваемости, как и в прошлые годы. В связи с тем, что у нас жители нашей республики обращаются в медицинские организации очень неактивно, и поэтому точные цифры сказать мы не можем. По официальным данным, которые в ходе мониторинга управления Роспотребнадзора мониторирует ситуацию, у нас ситуация находится на неэпидемическом уровне. При недомогании и температуре выше 38 градусов врачи настоятельно рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не откладывать лечение. Грипп опасен своими осложнениями. Алина Сычева, Мухаммед Диндиев, Магаз 24.